Добрый вечер, друзья. Мы на канале Якутия-24, я Петр Цепандин. И, как обычно, бывает выходной день вечера, я в гостях у нашего друга ресторана Мусхая, у Семена Тарбахова. Привет, Семен. И к нам в гости сегодня пришел директор компании Турсервис-центр Вячеслав Ипатьев. Вячеслав, добрый день. Да. Передача, как я вам уже объяснил немножко про концепцию, это такое смесь кулинарной передачи вместе с ток-шоу. Мы должны будем разговаривать, что-то готовить. И первый же вопрос, с чем вы сегодня к нам пришли? Что вы будете готовить? Я хочу приготовить очень простое блюдо, которое уже давно не готовил, и теперь с удовольствием вспомню свои старые эти самые навыки. Это просто жареная картошка с луком и с салатом из квашеной капусты с зеленым горошком. Чуть было не сказал, проще не бывает, но у нее есть нюансы. И наверняка есть история своя. Нюансы есть такие, что, во-первых, картошка готовится очень быстро, очень легко. Это есть определенный способ, который я покажу, почему она быстро готовится и почему она такая вкусная. Вот. И это, я скажу, что это было мое основное блюдо в студенческие годы, когда я учился в Ленинградском университете в 80-х годах. Были месяцами затяжные периоды, когда я ел только одну картошку. В голодные студенческие годы. С другой стороны, вкуснее жареной картошкой иногда так бывает, что ничего и нету, правильно? Но я на ней так наспециализировался, что мне приходили люди из других комнат в общежитии и говорили, мы хотим есть картошку только как нам Слава сделает, по-другому мы не хотим. Да. Ну что ж, давайте приступать тогда. Вячеслав, как мне вас представили, да, ну вот мы сегодня с вами познакомились. Дмитрий говорит, что вас без преувеличения можно назвать отцом якутского туризма, да, что вы занимаетесь в бизнесе этим уже больше 30 лет. Так? Да, меня мои коллеги называют динозавром и монстром от туризма. Да. Это получается уже чуть ли не советских времен, 80-е годы, да? Ну, в 1989 году я создал внешнеэкономическую ассоциацию Якутентур, которая была одной из первых частных туристических компаний, потому что раньше же были только советские компании туристические, Интурист, Спутник и все, больше не было никаких. Еще был этот самый турбюро профсоюзов. Якут-турист называлась. Вот. А Якутентур появилась первая частная компания, которую мы создали в 1989 году, и теперь, получается, 32 года в этом году исполнилось, как я занимаюсь туризмом. Туризмом? Да. Причем разным. И въездной, и выездной. Да, я пробовал разные виды туризма, но начинал я с въездного туризма, и сейчас им продолжаю заниматься. Просто мы начали с въездного туризма, а потом конъюнктура рынка создалась такая, что надо было заниматься выездным туризмом. И поэтому народ появились деньги, люди захотели уезжать, открылись границы. Появилась возможность покупать валюту, загранпаспорта брать и так далее. И мы стали организовывать первые чартерные рейсы в республике, в Болгарию, в Кипр, Арабские Эмираты, Южная Корея, Филиппины. Это мы делали первые чартерные рейсы из Якутии. Это лихие 90-е? Это лихие 90-е, да. Да, как их можно так... Поэтому благодаря нашей чартерной программе, которую Якутентур делал, это было в 94 году мы начали, в 93-м даже году начали. Вот, мы вывезли сотни туристов якутян за границу прямыми рейсами из Якутска. Ну, спрос был, получается? Ну, огромный был спрос. Огромный? Да, мы делали раз в 2 недели рейсы в Болгарию. Ух ты! Да, раз в 2 недели все лето возили. То есть сотнями вывозили. Ничего себе. Так. И мы также, спрос был, да, и мы также организовали единственный чартерный рейс из Якутска на Филиппины. Мы вообще были первыми из России, которые прилетели в Филиппины своим бортом. Прямо из Якутска? Прямо из Якутска. А самолеты чьи были? А самолеты были наша компания, якутская авиакомпания Якутия, да. Поэтому у нас там прибежало телевидение, снимали интервью, первые россияне прилетели в Филиппины. Вы были просто королями. Да, так что вот такая история была. Да, очень интересно, да. Так, и немножко о себе. Вы откуда родом, где росли, школа, университет, ваш университет? Я коренной якутянин, я из семьи потомственных ямщиков. Алекминских ямщиков. Вот. Моя фамилия была среди первых 33 ямщиков, которые приехали в Якутию.
И остались. и остались здесь. Да. Ага. То есть я много лет поколения ленских ямщиков. Поэтому моя капуста, которую салат, это ямщицкий рецепт, Да-да, вы по которому обещали, я скажу. обещали специально Да, про него рассказать. про который я потом расскажу. Да. Вот. Я родился здесь, учился здесь, закончил здесь школу и потом поступил в Ленинградский университет и закончил Ленинградский. Где вы картошку жарили? Да, где я картошку месяцами жарил, специализировался на картошке. Вот. И я проучился там на очном отделении, закончил факультет географии. Факультет Ну, то есть, как бы, уже тогда знали, чем Наиболее будете близко, заниматься. нет, тогда в советское время специалистов по туризму не готовил ни один институт. Вообще не было такой профессии, как турменеджер там и так далее. Их просто не было как таковых. Ну, потому что спроса не было. Да, То есть, да, ездили по обкомовским этим, да, тайным этим. Да. И то в Венгрию, Чехословакию, наверное, да? да, совершенно верно. Да, Да, это спутник Болгарию. занимался такими делами. Ага. Вот, поэтому мы жили в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове, и нам лекции читал Лев Николаевич Гумилев, знаменитый наш ученый, который теория пассионаризма, да, да. теория Вот пассионарности. Я сам был на его лекциях, он мне даже 5 поставил за зачет. Ух ты. Он читал у нас такой курс. Так что мы с известными профессорами общались, учились, поэтому очень хорошая школа была. Вот. И когда я закончил университет, я распределился сюда, в Академию наук нашу местную, в Институт экономики. Вот. Был такой институт экономики комплексного развития производительных сил, там еще северо-востока. Младшим научным сотрудником меня сюда сразу устроили. И у меня было одно из первых заданий моих научных, это написать прогноз развития северо-востока Якутии в части туризма. Как уже развивать? Потому что Как развивать туризм. только началось Да, все. это был 86-й год, 87-й год. То есть И чуть я ли не тогда изучал опыт других стран со схожими природными условиями, да, опыт Канады, опыт Аляски. То есть вы выезжали туда, да, изучали? Нет, или я как? изучал по трудам, ну, по газетам, по статьям там, и так далее, по научным работам. И я вот тогда написал, что для Якутии очень перспективно заниматься именно туризмом. Это больше принесет выгоды, чем добыча полезных ископаемых и так далее, что и народ будет занят, и деньги будут у населения, и инфраструктура будет благодаря этому развиваться. Это все я писал в 88 году. Еще. Вот так. И потом благодаря этой работе я пришел к мысли о том, что надо самому заняться этим туризмом, а не ждать там милости от природы. Вот. И мы создали вот эту внешнеэкономическую ассоциацию Якутунтур, куда вошли крупнейшие предприятия республики: Якут-золото, Якут-геология, Якутский горисполком в лице Пал Палыча Бородина. Он был в совете директоров у нас. Была такая организация «Восток-техмонтаж», Якутский Ленорс, ЛОР, речной пароход, авиакомпания «Якутия» туда вошла, Интурист туда вошел наш. Да, туда вошло Международное коммерческое управление Аэрофлота из Москвы. Они тоже стали членом ассоциации. Картофеля. В чем соль быстрого приготовления? Ты должен нарезать соломку очень тонко. То есть она должна быть, вот эти слои, они должны быть тоненькими очень. То есть вот буквально нож должен просвечивать. Ух ты! Вот. От этого она очень быстро прожарится и не будет расползаться.
Когда толстые, успеет. Да, когда толстые вот эти соломки, да, она начинает внутри вариться и кашеобразная становится. А тут ее надо именно тонко нарезать. По-простому разваливается. Да, по-простому разваливается. Здесь надо тонко нарезать, и вот в слое масла на хорошем огне под паром она очень быстро готовится. И с корочкой такой хрустящей. Поэтому тут надо не полениться, подождать время, чтобы ее хорошенько нашинковать, именно по такому способу. А лук? А лук обычными кольцами. Кольцами. Ну, лук в конце уже. Кольце. В конце. В конце. Нет, В конце. Кольцами? Да, кольцами можно. Это уже не имеет значения. Вот так вот у нас идет соломочка. Вот. И тоненько режем. Да, интересно, первый раз вижу такое, честно говоря. Важно много ее не накладывать горой, чтобы она была. Надо ее, во-первых, ее надо переворачивать только один раз, чтобы она не вот так вот мешаешь, тогда она в кашу превращается, а именно вот один раз перевернул и второй раз перевернул. Почувствовал, перевернул, да, и все. Да, и все. То есть она должна быть 2 раза перевернута. И тогда она получается, у нее двусторонняя, значит, эта самая корочка, и она готова за счет того, что она тонкая, она очень быстро готовится. Какое вообще место занимает именно гастрономия отчасти в индустрии гостеприимства, ну вот туризма? Значит, первая цель туриста, когда он едет что-то смотреть, это природа. Главное все-таки достопримечательность. Или это там какой-то, может быть, архитектурный памятник. То есть главная цель поездки все-таки Ну, какая-то себе, да, не башня кухня. Эйфеля, Да, условно. там башня Эйфеля, там пирамиды там, и так далее. Да? Или он едет пляжный отдых, допустим, отдыхать. Для него главное море и солнце, так сказать. Да? Вот. Вторая цель – это культура местных людей. Да, как они живут. Как они живут, что они собой представляют там, и так далее. Все, я думаю, хватит. Вот. И поэтому включаем сковородку. И поэтому вот в понятие культуры обязательно входит кухня. Ну, как часть культуры. Как часть культуры, да. Потому что что- это же неотрывная часть культуры, это местная кухня. Ну, то есть про нас, якутов, говорят, правда, они все время сырой кушают? Ну, чуть ли не Да, так же, да, ну, примерно так. Правда, что медведи по улице? Примерно так. Да, такая. Поэтому для них знакомство с местной кухней – это один из главных, так сказать, мотивов. Есть, Но да. им наша кухня очень нравится, почти всем, без исключения. А что, чему предпочтение отдают? Ну, во-первых, это необычная подача еды, да, как строганина, как замороженная печень жеребенка, там, как это самое, Хан, тоже там, харты, вот эти вот потроха и все прочее. Это то, что они в других местах не встречали и не ели. Для них это открытие. Вот. Некоторым нравится, они западают просто на строганину, на индигирку, салат, а некоторые, так сказать, чуть-чуть попробуют Да, там для бях. этого самого. Да, Ну, они видно, они люди воспитанные, они говорят, что ну да, ничего, интересно. И все. И все на этом. Вот. Но очень многим нравится наша молочка, наши ягоды, наши вот эти вот дикорастущие грибы, ягоды, все, что связано с природой и добыто вот, простым способом, диким, да, просто в безумном восторге, потому что у них же вся пища, это же вот эти вот супермаркеты, фастфуды. Ну, то есть Это- у них нет возможности. да, именно дикую природу, вернее, дикий вкус дикого, ягоды, грибы, мясо, рыба, без вот этих вот технологических вот этих вкачиваний там, то есть все естественно, все продукты естественные и вкус естественный. Поэтому их это очень удивляет, очень радует, и они просто в восторге именно от нашего естественного вкуса. То, что естественно, вот так осталось и все. Да, да, да. Сыпем. Так. И Вот. лопаточку вам надо, Да, по-моему, лопаточку. Обратите внимание, да, что картошка делается вот не вся сковородка полная, а именно вот такой тонкий слой, который жарится. Да. Все. Его Получается, чтобы покрыть днем. Да, чтобы покрыть днем вот так небольшим, и все. Крышечку. Прикрыть. Желательно, да, крышечку. Вот такой вот так, брыкс. И она под паром, она очень быстро дойдет. Я думаю, минут 5 достаточно будет, чтобы потом А с одной перевернуть. стороны, потом 5 Да, минут с другой да, стороны. Да. И все. Вот все-таки дошли вот, до еды, да.
Именно. Вот все-таки что, больше рыба или мясо? Больше рыба. Тем более наша речная рыба, Конечно. которую они вообще нигде не могут увидеть. Потому что у них в основном рыба морская. В основном массовая рыба использования это морская. Там форель, там всякие эти окуни Минтай, морские, да, минтай, силь, треска. Почти уже в фермах таких Да, рыбных да. выращивают. А наша речная рыба естественным путем, путем. да, выросшая, для них, конечно, вызывает дикий Которые, восторг. тем более, прямо сейчас выловленные. Поменьше огонь будет? Нет, нормально. Все идет отлично. Можно поменьше. Вот мы ее переворачиваем уже. Ничего, что мы тут забрызгаем все? Не, ничего страшного. Ничего страшного. Это же кухня. И мы же мужики. Да. Да. Что еще больше привлекает Якутии и в России? Как я уже сказал, это, во-первых, природа, культура и кухня на третьем месте. И, скажем так, огромное расстояние. То, что они у себя не могут увидеть огромное расстояние, а здесь они видят. Особенно это они ощущают, когда едут на круизе по линии. Еще раз, круизы? Круиз по линии. До Тикси. До Тикси, да, потому что, во-первых, она идет На в Кулибине. одну сторону, нет, не на Кулибине, на Светлове. На Светлове, на Демьяне Бедном иногда. Вот. Это, во-первых, комфортное время проживания, они живут в комфортабельных каютах, да, их это очень устраивает. И то, что смена природных зон, то есть сначала центр тайга около Якутска, потом лесотундра, тундра и так далее. И вот эти вот, то, что вот все это меняется на их глазах, и при этом дикие, абсолютно нетронутые места, огромная Никого лена, нету. огромная лена, там, я не знаю, как море. Ну, уже осталось пара минут. Получается так, как вы и говорили, за 5 минут с одной, 5 с другой. Да, надо будет думать. Немножко я с огнем тут со степенью накаливания немножко не угадал. да. Ну, не своя сковородка, поэтому трудно. Нормально. Еще раз накроем. Вот. Поэтому вот расстояние наше, да, когда вот мы их возим на полюс холода, допустим, когда они едут 1000 километров до Эмикона, да, когда они едут 200 километров и ни одного населенного пункта, ну, включая отсутствие туалетов, там, кафе и все прочее, но вот эти расстояния, они компенсируют все, что там нет туалетов, нет это самое, нет ГИБДД, который подъедет в случае аварии. Они очень удивляются, когда им говоришь, а если произойдет авария где-нибудь на трассе, когда приедет ГИБДД? Мы говорим, никогда. Никогда. А как? Связи даже нет. Когда связи нет. Вот это их поражает, конечно. всё. Как так вы живете, да? Да, как мы так живем. И вот приехал человек, ну, нормальный человек, ведет себя как обычно, там, 50 с небольшим лет, бывший морской пехотинец американский, да, тоже решил пройти этот маршрут. Ну, уехали, все, там связи тогда спутниковой не было, потом возвращается после окончания этого маршрута, и Саша ко мне приходит, Варламов, который организовывал этот маршрут. Ты, говорит, знаешь, что у него ноги нет? Еще раз? Ноги, говорит, нет у него. Оу, Я говорю, как ноги нет? Ну так, говорит, ступни у него нету. протез. Да, протез, говорит. Я, говорит, увидел первый раз, когда он первую ночь ночевали в палатке, он снял. Снял. Да, и, отдыхать, говорит, да? я смотрю, говорит, у него ноги нет. Хотя он не пикнул вообще. Он бежал за оленем, все это самое, все этот маршрут проходил. И вот это вот настолько сила духа у человека, да, настолько... Человек вот, привыкший, получается. да. Я, говорит, просто был в шоке. Я до сих пор в шоке тоже так, Кремень. от таких туристов. Морской пехотинец. Ну да, я говорю, кремень. Да. Вот, так что вот такие интересные бывают случаи, какие туристы приезжают. Была еще бабушка японка, 90-летняя, которая поехала в Эмикон вместе со всеми туристами. Где-то лет 10 назад, наверное, 2004 год, 16 лет назад. Вот она была 90 лет, бабушка. В валенках наших ходила там в туалет. Полюс в туалет на улице. Да. Полюс холода, видите. Полюс холода, да. Вот, вопрос, мы затронули полюс холода, да? Сейчас же вообще не утихающие споры. У меня друзья, как и верхоянские есть, и эмиконские есть, осторожно, там ага. Вот, и что вы, как вы считаете, ну, где все-таки полюс холода, по-вашему? Ну вот смотрите, мы сейчас делаем еще один проект интересный, который, наверное, слышали, да, «Покорители холода». Да, я как раз про него еще должен был следующий вопрос. Вот. И вот этот спор между Верхоянском и Эмиконом, он, в принципе, ну, не имеет основы, потому что у нас
настолько огромная территория в Якутии, да, что у нас этих полюсов холода может быть много. Сейчас я попробую. Давайте. Готово. Перфект. Да. Готово. Вот. И у нас же ведь спор идет между двумя метеостанциями. Верхоянск Да, и да. Аймикон. А что такое метеостанция? Это вот точка, да, Ну, я знаю. радиусом там, я не знаю, 100 метров и так далее. 100 метров. У Ну. меня были туристы, немцы, метеорологи в 99 году. Это первая была группа, которых я в Аймикон привез, вообще коммерческих. Японцы? Немцы. А, немцы, говорите? Немцы-метеорологи, любители. Группа была 5 человек, все приехали с цифровыми термометрами и стали замерять температуру в самом Аймиконе, в разных местах. Мгм. И Зимой вообще? Зимой, в январе месяце, в самое холодное время. Ага. приехали. И вот какая была мое было удивление, что одна и та же группа в разных местах Аймикона самого. Поселка? Да, разные температуры везде были в разных точках. А, И разница была до 4 градусов доходила. ну, Аймикон и ну, как у нас Верхоянск. центр и аэропорт. Да, нет. У Аймикона 72, Самая у- низкая температура документально установлена и замеренная термометрами, Ага. которые заверены специально и все прочее. 67,8 это Верхоянск. Верхоянский, да. А в Аймиконе была зафиксирована температура 67,7, которая была тоже задокументирована, официально подтверждена и прочее. Цифра 71,2 градуса, которым гордится Аймикон, и которым они все говорят, это было установлено академиком Обручевым в 1936 году. Но Вообще? она была установлена расчетным путем. Инструментально она не была замерена ну то никогда. есть термометрами не было замерено. Да, и поэтому она наукой не признается, эта температура. Мгм. Но она была расчетным путем сделана. Вот и все. И кому верить? Непонятно. Ну, они, можно сказать, два полюса холода, 67,8 и 67,7, и Верхоянск и Аймикон. Но это же две метеостанции. А рядом, буквально в тех местах, где никогда не велись метеонаблюдения, Там, возможно, температуры еще ниже еще было. могут быть ниже. И вот этот проект «Покорители холода», который мы сделали в 2020 году, пробный тест был в январе, и он как раз призван на то, чтобы найти эти новые полюса холода и поймать самую низкую температуру на Земле. И люди, которые поймали самую низкую температуру, они получают титул «Покорители холода» за такой-то год. То есть это каждый год будет проходить эта экспедиция, и они будут ловить рекорды мировые именно на Так, ну, то территории есть- Якутии в других местах. Вы же сказали, что вы автор именно этого проекта. Да, да. Один из Я авторов. автор идеи. Автор идеи. Да. Да. И то есть- руководитель то есть этого вот- проекта. Да, то есть теоретически получается, я сейчас могу где-то аккредитоваться и пойти в Аймикон и сказать, вот, ребята, у меня термометр, я пойду измерю. Или как? Как это происходит вообще? Но это происходит, во-первых, они живут весь период холодный, который длится минимум месяц. Мгм. Это надо месяц жить в А, палатке. там же? Да. А, нет, тогда я не поеду. Надо месяц жить в палатке. Ага. И каждый день, 3 часа, 3 раза в день, в определенное время замерять температуру именно проверенными термометрами, Да, и заносить которые боковой прошли журнал. проверку Росгидромете определенным способом, только в будке и так далее. То есть надо методику соблюдать. Ну, само собой, Чтобы наука признала этот факт, что ты поймал самую низкую температуру, ты должен правильно проверять. Мгм. Вот. И поэтому 3 раза в день, вот этот весь месяц, живя в палатке, ты ловишь эту температуру. И ты ездишь на оленях в соседних котловинках, низинках, где еще скапливается температура. Да, Да, И да. ты там еще ловишь температуру. Конечно, где ниже. Да, Там всегда же да, холоднее да, бывает. там портативная специальная метеостанция есть, которую ты ловишь. То есть ты ловишь только специальными приборами. Не просто вот бытовой взял термометр и пошел. Ну, то есть обычный человек не может пройти специальное Ну, образование и все прочее. Ну, это надо, да, по Ну, и определенным расходы, правилам и получается. так далее. Там потом еще расходы на оленеводов, там, чтобы они обеспечивали. С каким-то стадом договориться. Да, то есть это очень дорогой проект, и он такой, сказать, премиальный проект Якутии, брендовый проект. Мгм. Вот, «Покорители А холода». много вообще участников уже? Ну, у нас была первая тест-группа в 2020 году, 4 участника. Это были у нас блогеры и журналисты были, вот, которые пропиарили этот проект на весь мир. Вот. В этом году мы перенесли из-за ковида его на 22 год. В 22 году у меня уже 20 заявок пришло с разных стран, Ага. но они не тянут по деньгам. А, ну то есть как бы Поэтому у нас еще впереди почти год. условия проживания, логистика, все, да? Да, да. То есть это дорогой проект, который не каждому по карману, скажем так. А какие-то научные центры, скорее всего, могут финансировать это, наверное, да? Ну, тоже не совсем
Институт мирозлотовения. Ну, они принимают участие в этом проекте в том, что они нам дают карты зональные, где наиболее Где низкие что может температуры, быть. потенциально, Да-да-да. где можно поймать эту низкую температуру. В этом они участвуют в этом проекте. Именно так. Да, интересно. Ну, потому что все равно же это в любом случае же будет не просто там достижение одного человека, а достижение науки, мировой Да, причем. да, поэтому мы этот проект продвигаем как глобальный челлендж, призванный привлечь внимание к проблемам изменения климата. Ага. Вот. И мы будем эти результаты передавать в МО, Всемирную метеорологическую организацию, чтобы они уже официально их записывали, что вот новая точка с такими-то координатами, с такой-то температурой была зафиксирована в Якутии, там тем-то, тем-то и так далее. То есть это именные будут рекорды, которые поймал там Вася Пупкин или Джон Смит какой-то. Ну да. Ну то есть и достояние науки, и тут и именной рекорд. и типа какой-то там чувак-красавчик. Да. Понятно. То есть он совершает, получается, географическое открытие. Ну как на Эверест ходил. Да. Только это температуру самую низкую поймал. Другое. Ну то есть, мне кажется, людей увлеченных Хватает. скорее всего хватит. А вот получается, если вы встречаете группу туристов, да, какие, например, 2-3 блюда прям стоят апостаментом именно для дегустации туристов? Ну, во-первых, строганина обязательно. А есть предпочтение именно из какой рыбы? Мы обычно строганину берем чир. Озерный чир. Традиционный. Традиционная, да. Подлетка, естественно. Вот. Потом идет индигирка, чтобы они увидели разницу между строганиной и вот кусочками рыбы, сделанной как салат. Вот. И жеребятина настроганная, строганина, да. И печень. Печень жеребячья. Да. Именно вот то, что резко отличается от всех других блюд, чтобы они поняли все это вкусно. Ну а так мы их обычно стараемся кормить во всех ресторанах Якутска, которые славятся, так сказать, якутской кухней, национальной кухней. Да. Мы всегда рекомендуем взять рыбу, там уху из рыбы, жареную рыбу, там рыбу в фольге, вот, оленину обязательно, чтобы они попробовали, жеребятину, чтобы они попробовали именно здесь, в других местах они это просто не найдут нигде. Ну да. Поэтому мы акцентируем на это внимание, чтобы именно это они попробовали. А какие вы рекомендуете? Сейчас, конечно, прозвучит как реклама, да, но тем не менее. Рестораны? Да, якутские рестораны национальные. Ну, с национальной кухни это чучур-муран, это мусхая, это махтал. И последний у нас появился ресторан «Река, озеро, лес». Вот тоже там, да. Ну и я еще буду рекомендовать, на самом деле они в принципе на одной шкале стоят, это ресторан «Аврора». «Аврора». Который появился вот совсем недавно. Ну там такая высокая кухня, она не на каждого клиента рассчитана. Вот, потому что у меня в среднем турист это бюджетный турист, который определенный бюджет закладывается на питание. А ресторан «Аврора», он, так скажем так, для VIP-клиентов. Ну да, там другой средничек. Там, да, там ценник, там другой средничек, другой, да. ну и там и подача совсем другая. Там как высокая кухня это подается. Поэтому для людей изысканных это будет нормально. Да, давайте сейчас от туризма немножко, вот Семен у нас повар, про еду чуть еще поговорим, да? Что вы сами любили кушать в детстве и сейчас предпочитаете? Сложно сказать. В детстве я любил есть все, потому что всегда был голодный. Что давали, то ел, все да? подряд. Но я помню, у нас на балконе всегда стояла бочка замороженной ряпушки. Вот, малосольная такая. Вот. У нас стояла всегда бочка квашеной капусты, к которой мы вернемся. Да. Была все время там мороженая брусника и так далее. И мы в голодные, так сказать, когда мамы, папы нету, а готовить некому, мы вот там вышел, хапнул. Ряпушку стащил, быстренько шкуру снял, быстренько погрыз, там капусту достал, там картошку пожарил, там что-то сварил, пельмени там и так далее. Также мы по выходным готовили пельмени там на месяц, там, лепили всей семьей. Да, ну конечно, да. Это же советское время было, у нас же не было тогда полуфабрикатов, как гурме сейчас это самое продает. Это же все сами делали. Поэтому вот такие блюда были самые вкусные. Ну, мне нравилось, как мать готовит рыбный пирог. Вот, из нашей рыбы. Мне нравилось, как она делает пирожки там, с мясом, там, со всеми делами. Сейчас, к сожалению, от всего от этого отошел, потому что мне уже возраст не позволяет такую пищу есть. И я сейчас простенькую ем еду. Вот.
больше овощей. Да, а кухня какой страны, это может быть какое-то предпочтение отдавали или любите, или может быть вас интересует? Там говорят же итальянская кухня, грузинская кухня, мексиканская, там что-то. Ну вот мне почему-то нравится очень кухня китайская. Да. Но она же тоже разная бывает. Там Да. южная китайская, очень Да, да, острая, да, там да. северная китайская и так далее. Мне больше нравится северная китайская кухня. Остальные Пекин, кухни Харбин, да? как-то другая кухня на меня особо впечатления не произвела, хотя я был во многих странах и много всяких разных кухонь пробовал, но как-то мне запомнилось больше китайской почему-то. И я люблю ходить в китайские рестораны и кушать китайскую кухню. Японской как-то не очень. Хотя я тоже там 10 раз был в этой Японии. 10 раз были? Да. О, А мы же возили первые рейсы ну, понятно. за машинами в Японию. Ага. И наши первые якутяне, которые привозили машины прямо с Японии, они через нашу компанию ездили. Вот. Ну, и вы И заодно. я их сопровождал, естественно, там, и там мы питались. А сколько языков вы знаете? Я знаю более-менее английский и русский. Японский, китайский? Японский, китайский. Нет, да? Более-менее английский знаю. Ясенько. Разговорный. Так, ну что, Салат. ваше второе блюдо. Да, наше второе блюдо, которое идет как дополнение к Да, картошке. расскажите. Значит, это капуста квашеная по ямщицкому рецепту. Она отличается тем, что способ закваски. Значит, обычно, когда ее заквашиваешь, да, капусту, ты кладешь ее кваситься где-то на 2-3 дня. Она квасится потихоньку. А здесь так... Деревянную бочку. Да, в деревянную бочку и так далее. А здесь она квасится по шоковой закваске, то есть туда добавляется хлеб. Срезается черный хлеб, одна мякоть, кладется на дно либо бочки, либо кастрюли. Я сейчас кастрюли делаю, потому что бочки слишком много для двоих. Туда укладывается хлеб, закрывается капустным листом, чтобы он чтобы не всплывал он, хлеб, да? Ну, листьями капустными. И дальше шинкуется капуста. Обычно это сорт Слава, наша местная, да? Она очень тугая, плотная такая, хорошо идет на засолку. Добавляется морковка, строгается с этим самым соломкой, и добавляется туда зерна укропа, семена укропа. Ну вот, Да, вот. темная. И все это буквально на следующий день уже можно вынимать. То есть она очень быстро заквашивается за счет хлеба. И она да, она долго не лежит, она не становится размокшей, там, размякшей там, и так далее. Она очень быстро заквашивается, сохраняя хрусткость, да, и сразу выносится на мороз. Поэтому Попробовал, готово, вынес. Да, сразу вынес на мороз, она моментально там замерзла. Поэтому я начинаю ее солить только в середине ноября, когда уже морозы стоят минимум 20 градусов, чтобы она моментально замерзла. И поэтому капусту с таким рецептом невозможно сделать ни в Питере, ни в Москве, ни на Западе. У них нет морозов. Ну да. Она моментально не замерзнет. Не замерзнет. И она не сохранит эти вкусовые качества, которые только ты из кастрюли... И хрусткость. Да, то есть ты только вытащил из кастрюли и сразу же ее на мороз. И она вот сохраняет именно такую терпкость закваски. И вот я со многими сортами сравнивал у своих знакомых, друзей. Моя капуста всем нравится без исключения и очень отличается по вкусу от других видов. Поэтому надо будет Вот это? порезать лук этими самыми репчатый, да. И сюда добавляется для оттенки вкуса немножко горошка зеленого. Ложечку вам дать, да? Да, ложечку. Семен сейчас у нас лук принесет, есть. Одного лука хватит? Да, одну хватит, конечно. Вот такая капустка. Она у нас до мая месяца не доживает, съедается. По друзьям расходится, по гостям, по родственникам. Все разбирает сразу же. Сюда кладется горошек. Лук как? Полукольцем? Надо ее этими самыми кубиками такими. Да, вот так и потом вот так, чтобы она этими была. Не кольцами, а именно кубиками. Хватит, да? Так, да, вот так. Ага. Все, я думаю, вот этого хватит. Вот этого. Вот. И масло.
Масло желательно, конечно, не рафинированное, но Ну, такого, раз такого нет, В наличии нет, и вот рафинированные обычные. рафинированное. Ну, бывает и так, что мы... Пахучие лучше, да? Да, пахучее лучше, потому что, ну, она просто вкус детства у нас остался, раньше же его не было. А сейчас, по-моему, такого даже не производят или не продают даже. Продают очень мало, его найти еще Мало. надо. А, Да. в бутылках продают? Да, в бутылках. А, Ну, она просто потому что быстро портится. наверное, да, поэтому это самое, его не так-то просто найти еще, это масло. Я и говорю, что не Оно видел. такое пахучее, именно, я говорю, запах детства, вкуса. Вот. Некоторые добавляют ягоду, там еще какие-то яблоки. Да, кладут. бруснику добавляют. Да, бруснику добавляют квашеную. А мы вот таким способом ее едим. Вот. И вот этот рецепт мне бабушка передала. Мгм. Еще вот А то, сколько хлеба надо класть-то? Ну, я на свое усмотрение? целую булку срезаю. То есть я корки обрезаю хлеба, Ага. а вот всю сердцевину кладу на это Вот самое. так, тук-тук-тук, на дно, да? на 20 килограмм капусты примерно, вот на бак. Одну эмалированной. буханку. Одна булка уходит. Да. Попробуйте. Давайте. Так, вам вилочки, пожалуйста. Это у нас, А вилочка у нас... Вячеслав, у вас есть? да, это у нас А ты ложкой? зимняя еда. Обычная, стандартная. Жареная картошка с капустой. Она на любой карман, на любой вкус. И быстро. Вот, и быстро. Пожалуйста. Давай. Пожалуйста. Наша самая главная задача – это не просто приготовить и поговорить, Да. а еще и сесть. Еще и Сесть, съесть, да. оценить. Давайте сюда, Да, и... Семен должен экспертное мнение сказать, стоит ли этого товарища еще раз приглашать. Что да вообще Так, как? теперь это самое капустки. Давай. Чуть-чуть капустки, да? Ну, конечно, моя мужская душа хочет еще чего-то как бы другого, да? Я но- сам вообще именно сторонник, не сторонник, а любитель квашеной капусты. Квашеный? Да. Мгм. И так Всё, что отлично. А по-моему, все в Советском Союзе, вообще все семьи, осень наступила, это традиция, ритуал ну, какой-то. вы говорите, это зимняя, да? Вот как раз таки картошка как раз Прямо очень 3-4 остается. мешка брали Да, родители и все Остается, квасили. тем более вы, говорите, в Алекминске родились. Ну, я родился в Якутске, у меня родители в Алекминске родились. Ну, я думаю, Пробуем. Мгм. Хрустит. А куда она денется? Конечно, хрустит. Хрустит. картошка хорошая. Но это вот не картошка фри, не всякие другие способы картошки, именно вот такая. Квашеная капуста мне нравится. Вот как вы говорите, тепкая. Да. Вот прям как надо, золотая середина. А вот горох это начали добавлять еще в советское время у нас по стандарту. Да. Технологическая цепочка своя, да? Блюдо простое, домашнее. Ну да. Чуть ли не каждый день такое можно. Я вот хочу сказать, что вот капуста именно почему-то потребность такая организма именно зимой. Квашеная Потому что капуста. там витаминов дофига. Да, там витамина С, говорят, вообще Очень выше много. крыши. Да. И вот прямо потребность у тебя именно капуста. Летом она пропадает. Иммунитет повышается. Потому всё. что летом у меня совсем не тянет на квашеную капусту. Ну, просто я исключаю ее из рациона. Всё. А зимой вот как по звонку раз капусту обязательно. Вот получается, по работе вам часто приходилось, наверное, питаться в пунктах питания, там, ну, чайных или же в полевых условиях? Значит, у нас поездки, они в основном всегда с выездами за пределы города и на дальние расстояния, как Якутск, Ямикон, Якутск, Магадан, Якутск, там, Верхоянск и так далее, где на больших расстояниях просто нет кафе. И ты обязан просто... Иногда. Ну, всегда. Частенько. Допустим, от теплого ключа и до Кабуме ты никаких населенных Да. пунктов и никаких кафе. И ты обязан просто кормить туристов то, что у тебя есть, то, что ты заранее берешь. И мы для этого специально придумали меню, которое мы сделали вместе с моим партнером Алексеем Морозовым. Он, кстати, профессиональный повар, он имеет образование, техникум закончил. Поэтому, Технолога. Да, технолога, да. Он разбирается там, в ингредиентах, во всех пропорциях и так далее. И он все время придумал такое меню именно для поездок в Ямикон. Это борщ по-колымски, мы его так называем. И туристам мы так говорим, борщ по-колымски, потому что мы везем их по Колымской трассе. Да. Вот, Трассе для них Колыма, это, да, для них это бренд, так сказать, Колымской трассы. А он просто делается каким образом? В домашних условиях готовится борщ, замораживается на улице, также шоковая заморозка, да, складывается в брикетики,
И во время поездки просто достаешь этот кусок мороженого борща, говоришь, вот вам борщ по-колымски, в миску, на газ, включил, разогрел. И вот свежий Прям ароматный машине. борщ, горячий, со сметанкой, с сальцем, с водочкой, там чуть-чуть для аппетита. И это туристы просто в восторге от этого борща. Конечно, Вот. Плюс еще он делает рыбу в фольге, там готовит. Ну, то есть мы готовим вот эти вот заготовки специальные, да. который в любой момент можно Рыба взять и уже быстро готовая? приготовить. Да, рыбу уже, Фольге? да, вы ее просто разогреваешь. Ее разогреть, Да, можно ее даже в костер там под угольки положить. И вот, кстати, когда мы делали экспедицию покорителей холода тестовую, да, у нас была такая же шоковая заморозка из ресторана Чучурмуран. Они нам сделали, Ух ты. они сделали очень интересные, На данный момент я как раз там работал. да, И вот тоже как раз собирал вот эти, как говорится, ящики, да, пайки, да, пайки. Прям Потому что- на обед, ужин, Совершенно верно, завтрак. совершенно верно. Там все меню было, порционно. все меню было рассчитано на завтрак вот это, на обед это, вот это, и там по блюдам было на коробке прямо написано там день 7, Да-да-да. завтрак, обед, ужин, все. И они только доставали, разогревали и ели. Были в восторге, потому что кухня отличная, ну ресторан, конечно. Вот, и все свежее, вкусное, поэтому вот таким образом мы кормим туристов. Всегда мы делаем барбекю, когда вывозим на Ленские столбы, на Булус, где нет кафе, мы готовим сами. Обычно это либо овощи, гриль на огне, либо рыба, либо мясо в фольге, вот. Либо вот суп, когда вот едешь на дальнее расстояние, там разогреваешь таким образом. Так что вот таким образом мы выкручиваемся. Мы почему не останавливаемся в кафе и в ресторанах при придорожных, да? Потому что очень велика вероятность на то, что ты нарвешься на несвежую пищу. Ну, не дай бог. Да, не Живот дай кого-то бог. там. Лучше исключить это дело, потому что в полевых условиях ни туалета, ничего, люди пожилые. Поэтому, чтобы не рисковать, мы свою Всё свою проверенную кухню таким образом А используем. самая дальняя поездка, куда вы ездили? Ну, Магадан. возили. Магадан. Магадан. Именно по Да, трассе. вот да, так, именно по трассе. далеко. Это Заездом- две с чем-то же. Заездом в Еще в Эмикон. Тамтор. Да, Тамтор на Эмикон. Ну. Тамтор, Эмикон, и потом оттуда на Магадан. Самая дальняя поездка. Да, это 2,5 только 2000 туда. километров. Ну, если заезжать, там Если же заезжать, то 2,5. 2,5, да, получается. Да, это дофига. Много. Ну, неделя где-то уходит Ну. по этому делу. Вот. Я не раз ездил, но дальше Уснера нет. Да? Я уже по всей Якутии практически проехал. Много где побывал. Так, да. Действительно очень вкусно. Я вот первый раз увидел, что так тонко можно резать. И раз-раз, самое главное, быстро. Да. Я дома тоже готовлю, я вам уже говорил, да. Но соломки у меня как в Макдональдсе, чуть-чуть подольше. И поэтому получается, конечно, да, надо следить за огнем, очень осторожно, Да, чуть-чуть да, не пережаришь и все прочее. Иногда бывает, что приготовление внутри там альденте, ну то есть не до конца. Ну, как говорится, вот так. Надо попробовать дома вот так. Не, а здесь она именно тоненько должна быть. Нет, и быстро же, видите. Потому что когда толстая, она, ну, Семен же она начинает разваливаться. Получается, увеличенная оболочка она готова, а внутри она еще твердая. Да. И она А начинает. после этих перемешиваний, Да, да. механических действий, она начинает разваливаться, потом крахмал падает. В итоге у тебя на сковородке покрывается крахмальной пленкой. И она гореть начинает. Да, и это гореть, самое, и да. потом горчит в конце. Да. Ну что, друзья, Всё, да? Спасибо вам, Вячеслав, за то, что были сегодня нашим гостем нашей передачи. Да, спасибо вам за очень обстоятельную такую, действительно очень интересную, потому что я как сам человек, ну, просто болею туризмом и путешествиями. Даже я очень много нового узнал. Спасибо вам большое. И, может быть, какое, пожелание нашим Спасибо, Семен, за помощь. нашим телезрителям, может быть, какое-то пожелание хотите сказать? Ну, я бы хотел пожелать всем телезрителям, чтобы у них всегда была возможность посещать разные места, пробовать разную кухню, получать удовольствие от жизни, в том числе от разных вкусовых ощущений. Больших поездок, больше на разнообразных поездок в жизни. Больше мечт, избычи мечт, да? Да. Ну что, Вячеслав, еще раз спасибо. Ну и на этом мы заканчиваем нашу программу. Смотрите нас на канале Якутия 24. Суббота, воскресенье, 18:15. До новых встреч!